Сразу после завтрака 200 участников Всероссийского форума «Таргим» разделили на 3 команды, столько же и образовательных площадок. На каждой ребят ожидают эксперты в разных областях. Сегодня поговорят о развитии внутреннего и внешнего туризма, личностном росте и сфере IT. На первой точке форумчане уже уютно устроились на пуфиках и слушают эксперта. В Ингушетии, что за маршруты и так далее у нас в Ингушетии есть? Самый продаваемый, самый известный маршрут, ну, естественно, это горная часть республики. Самый известный и продаваемый маршрут, который вообще есть в Ингушетии, это маршрут, который называют по-разному, его чаще всего называют «Стены веков». Таргим-2024 собрал молодежь из 35 регионов России. Это очередной рекорд для Ингушетии. Заявлены на форум представители из новых регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Большинство из них Ингушетию посетили впервые. Дарина Петрошенко активно следит за всеми мероприятиями Росмолодежи. Для девушки это возможность путешествовать по стране и набираться опыта. Мне очень сильно нравится здесь красивая природа, нас вкусно кормят, у нас классные кураторы, и мне нравится моя команда, которая собралась. Вы с кем-нибудь подружились? Да, с 2 девочками, тоже со Ставропольского края моего, потому что мы вместе заселились. В это же самое время у реки Аса проходит другое образовательное мероприятие. Здесь организована встреча с экспертами. Беседа проходит в свободной форме вопрос-ответ. Всем приезжим в первую очередь интересно, как сохраняются и реставрируются памятники архитектуры региона. Я думаю, что если основания разрушены, то вот эта реставрация – это нормально. Ну, в любом случае, сейчас вот эта школа мастеров камня очень сильную базу делает в плане правильной реставрации и консервации. Я думаю, это как бы даст свои. Самый важный для многих этап форума – это грантовый конкурс. Он пройдет 14 июля. Для ребят это отличная возможность для реализации своих идей. Проекты форумчане готовили тщательно. Некоторые из них уже неоднократно получали гранты на других форумах. Таргим же для них возможность продолжить свое дело на новом уровне. Есть проект по развитию внутреннего туризма в своем регионе. Я из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области. На территории Ленинградской области мы организуем походы, пешие и водные. И, соответственно, грантовый проект мой связан с походами, которые я хочу развивать и развивать туризм в своем регионе. В своих силах я уверен, потому что я не первый раз участвую в грантовом конкурсе. Мой проект это является продолжением проекта, на который я уже получил грант, который успешно реализуется моей командой. Завтра надеюсь на удачу. А у нас проект инклюзивная школа. Это школа дизайна, школа видеомонтажа и школа бариста для людей с ограниченными возможностями, то есть людей с ОВЗ. А особенности в нашем проекте у нас включены именно глухонемые люди, то есть чтобы мы могли им помочь научиться, так сказать, в этой сфере работать. Победители грантового конкурса получат до 500 тысяч рублей для реализации своих идей, а общий объем грантовых средств составляет более 5 миллионов рублей. Подготовка к защите проектов продолжается и сейчас. Любой желающий грантовик может каждый вечер, у нас есть определенное время для грантовиков, они могут, то есть экспертами, мы устраиваем для них предзащиту. Они могут задавать свои интересующие вопросы и заодно подготавливать полностью свою речь, ораторское искусство, как зачитать и подготавливать заодно свою презентацию. Спикеров много, каждый намерен дать участникам форума как можно больше знаний. Это хороший старт для начала своего собственного бизнеса. Будем ребятам рассказывать, какие виды туризма развиваются непосредственно у нас в Ингушетии, какие проекты реализовываются глобальные. И, конечно же, за 3 дня форумных мы дадим им много знаний, где они смогут в конце форума составить свои кейсы, и по этим кейсам мы будем их оценивать. Эти кейсы мы также можем использовать и в работе, не только как туроператор «Визит Ингушетия», но и предложить их Министерству молодежной политики и туризма, чтобы они непосредственно смогли ребятам дать возможность для реализации. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таргим-2024» продлится до 15 июля. Проводится он уже в 16-й раз и представляет собой значимое событие в сфере молодежной политики региона. Здесь рождаются новые идеи, завязывается дружба и формируется будущее страны. Амина Зязикова, Александр Горовожев, Магаз 24.